Naan sanday muhkbiz, elbit hotatsa, digbam ban qoyr, sun shatsa hechso. Day muhk naan, stil slar, kant shuk bezamshi. Za tirs dats us, hol bats edakchubi. Day muhk san naan viz, elbit hotatsa. Digbam ban qoyr, naan shatsa hechso. Muqas birdach, tulgisan, birach versh gimner, mash day muhk. Прежде чем эта объемная книга оказалась в моих руках, тому предшествовала приятная встреча и знакомство с ее автором Эдуардом Макаевым. Обложка книги сразу заставляет проникнуться к ней симпатией, хотя даже она подвергалась весьма забавным замечаниям. Многие мне уже делали замечания, почему ребенок в тени. Это что, негритенок, что ли? Но в тени, поскольку вот восход всегда на фоне солнца, все должно быть в тени, на фоне солнца. На то оно и солнце, чтобы все другое оставалось в тени. Но здесь можно только по-философски развести руками, вспомнив мудрость про то, как двое смотрели на лужу, один видел грязь, другой звезды. Наверное, я сам тоже не любитель чтения толстых книг. И знаю, что мало кто это любит, поскольку, особенно за последнее время, нет времени сидеть, дочитывать далеко такую толстую книгу. Но дело в том, что эта книга как раз немножко с хитрецой сделана. Любой читатель, будь это юношеский возраст, будь это взрослый, у каждого своя тема. Буквально через час можно вычитать все, что интересует одного читателя, одного возраста. Для старшего, для младшего и так далее. Для научного сотрудника. Даже пьесы. Очерки отдельные. Ну, она удобная. Вот. В пределах часа почитал, ты уже успеваешь одну тему с начала до конца закончить чтение. А не так, чтобы загибать страницу или там записывать с продолжением. Более того, несомненным плюсом книги Дай Мохкнан является и то, что в ней собраны произведения как на русском, так и на чеченском языке.
На страницах книги Эдуарда Мамакаева можно найти очень много исторических интересных фактов, касающихся чеченского народа, и в частности судьбы отца Эдуарда Арбиевича, такой яркой личности, как Арби Мамакаев, жизнь которого была очень нелегкой и насыщенной. 1958 года, после смерти отца, я поставил задачу, во что бы то ни стало, его реабилитировать перед и властью, и перед народом. Я не мог допустить, чтобы он оставался, как его клеймили, врагом народа. Все, что было им написано, было уничтожено. Мне пришлось собирать их из памяти его друзей, из архивов по всей СССР тогдашней и так далее. И все-таки издал. Была поставлена задача, чтобы его именем назвали улицу, а именем чеченца ни улицу, ни школу категорически было запрещено называть. Все-таки улицу назвали, школу назвали потихоньку, полегоньку. Надо добавить, что данная книга содержит в себе, помимо исторической информации и художественных произведений, еще очень интересный и даже любопытный момент, который можно назвать научным исследованием, касающийся чеченских тейпов. Почти такой своего рода научный материал. И большая цель, моя задача была, и хорошо, что это оказался в книжке. Действительно, тема сегодня злободневная. Наш народ тысячи лет тому назад не мог быть настолько великим, большим количеством отношений, численность, чтобы можно было на 100-150 тейпов делить. Это кому-то было нужно, выгодно, разделяя и власть, как говорится, чтобы не чувствовали родство. Кому-то надо было раньше в войнах. А сейчас совершенно другая пора. Нам надо любой путь найти, чтобы доказать, нет, мы одна семья, друзья мои. В горах, на телеке и так далее. Все. А по сути дела, если так разобраться, оказывается, не 150 наша, скажем, фамилия, а всего 15. Все мы родственники. Вот хотелось, вот, чтобы на самом деле и люди почувствовали это, чтобы так оно и было. Нам надо теперь, наоборот, объединяться. Без какого-либо пафоса могу сказать, что встреча с Эдуардом Мамакаевым никогда не будет забыта. Можно неустанно слушать его рассказы о жизни и не только пополнять тем самым свои знания об истории и характере настоящих чеченцев, но и написать отдельную книгу из этих воспоминаний. И возвращаясь к нашей теме о книгах, мы решили узнать его мнение по поводу того, почему о литературе, на которую уходит столько сил и денег, мало кто знает и читает. Чтобы все в республике создали книгоиздат. То есть был один хозяин, пусть целый на уровне министерства, люди, управление, которое занимается книгами, как изданиями, так и распространениями. Пусть книгоиздат ставит здесь цену, по какой цене продавать. Пусть автору там гонорар даст в таком объеме. И нужно создавать книги, магазины книжные. Нужно создавать, скажем, вот такие маленькие, тоненькие книжки для детей, но чтобы здесь стояло не 150-200 рублей. Встреча с Эдуардом Мамакаевым у нас состоялась в самом музее имени Арби Мамакаева, где буквально все вокруг было историей. И даже книги самых редких экземпляров можно было увидеть здесь. Будучи сыном крупнейшего чеченского поэта Арби Мамакаева, Эдуарду Арбиевичу есть много о чем поведать любому собеседнику. И даже на его профессию как писателя это также в какой-то степени повлияло. Мне люди объясняли, что твой отец писателем был. Из-за того, что он писатель, его посадили. И тогда разговоры были. И даже в годы высылки один из наших односельчан, боясь вывести книгу Арби, вот, например, эту книгу целиком в ссылку, он ее изуродовал, обложку сорвал, одну обложку увез. Не мог без нее уехать.
Там была фотография, это, кстати, вот эта книжка, обложки по сегодняшний день в музее. И вот этот товарищ мне всегда говорил, Эдуард, потому что, наверное, остерегался, потому что детей бездомных, без родителей забирали в детдома. Вот боясь того, что они меня запишут в другую фамилию и так далее, вот этот взрослый человек, этот был из нашего села, этот Ахмедхан Араб, да, он мне говорил: Эдуард, это твой отец, Хархадавон, вот твой отец, видишь, Арби Мамака, это твой отец.